Акшам шерифлерiniz hayırlı olsun, hürmetli seyirciler. Millet telekanalında Açıklav programması. Studiyada Leviza Silbilялова ve biz canlı efirdemiz. Bir haç efirler devamında biz studiyamızga Çeşit Kırım'ın rayon vekillerini davet edip, memuriyet vekillerini davet edip, işte onların esabatlarını dinledik ve vatandaşlarımızın bir haç sorularını endi cevap da verdik. Bugün işte bu mevzunu devam ederek biz Kırım'ın da bir rayon vekilini studiyamızga davet ettik. İşte bugünkü programımızın musafiri Kezlev şehir memuriyet başının muavini Elmar Mambetov. Hoş geldiniz Elmar Bey. Elmar Bey, işte anlağınız gibi bugün Kezlev rayonu hakkında söz yürüteceğiz ve biz adettince bizim vatandaşlarımızga da söz veremiz ve şimdi men onlarga müracaat ederek aytmağa isterdim ki, hürmetli seyirciler, studiyamızda her vaxtdaki gibi bugün de canlı telefon çalışa ve ekranlarda ko'rgan telefon nomeri vasıtasıyla rahatsızlagan sorularınız olsa mutlaka telefon açınız. Bugün biz Kezlev rayonu hakkında söz yürütemiz ve hususan Kezlev sakinlerinin dikkatini celp etemiz. Buyurunuz, biz sizin telefonlarınızı bekleyemiz. Эльмар Бей, говоря о Евпатории, прежде всего хочется сказать, что именно в Евпатории расположен самый большой микрорайон компактного проживания крымских татар. Это Исмаил-Бей. Кстати, недавно отметил свое 25-летие, правильно? 27-летие. 27-летие уже. В канун Нового года местные жители получили такой вот действительно хороший подарок. Да? В торжественной обстановке произошла закладка капсулы под новую школу и детский сад. Расскажите об этом подробнее. Ну, прежде чем рассказать об этом мероприятии, хотелось бы сказать в целом, что администрацией города Евпатории проводится работа в сфере межнациональных отношений по двум основным направлениям. Первое направление – это обустройство репрессированных народов, второе направление – это создание социально-культурной сферы, это межнациональное, межконфессиональное согласие для репрессированных народов. Касательно обустройства, да, действительно, нами на сегодняшний день проделана работа. Это мы участвуем в федеральной целевой программе на наши объекты социальной инфраструктуры. На сегодняшний день федеральной целевой программы у нас запланировано 5 объектов. Это строительство школы на 480 мест, строительство детского сада на 135 мест, строительство дорог с твердым покрытием, это 13 улиц, 10 улиц на Исмаил-Бей. У нас есть еще микрорайон компактного проживания, это Спутник-1, и Спутник-1 3 улицы. Помимо этого мы запланировали строительство дома 108-квартирного для депортированных граждан. И наш уважаемый объект, это комплекс Текея-Дервиш, так как понимали, что здание минарета мечети Шукурлая Эфенди находится с углом падения 7-8 градусов, мы запланировали проведение первоочередных ремонтно-реставрационных работ этой программы. Под Новый год, да, действительно, задача была основная, стояла, которая это в первую очередь людям надо было в 2016 году показать, что работа как таковая, она ведется. Поэтому для того, чтобы мы к этому пришли, конечно же, хотел бы поблагодарить в свою очередь и коллег, хотел бы поблагодарить и коллег с Госкомнадс по этому поводу. Мы отрабатывали совместно все эти задачи. Полностью наши коллеги, это при администрации города Евпатории, департамент имущественных земельных отношений, отработал свою часть. Потому что для того, чтобы объект в целом был определен и имел возможность строительства, мы должны были пройти определенную процедуру. Это в первую очередь кадастрирование земельного участка, что мы сделали. Потом, в соответствии с кадастровым паспортом, мы получаем свидетельство о праве собственности, заключили договора со службами заказчика и в дальнейшем передали по договору о передаче безвозмездного пользования. На сегодняшний день, в 2016 году, как вы это заметили, в декабре месяце мы действительно заложили капсулы на строительство школы на 480 мест и строительство детского сада в Исмаил-Бее на 135 мест. Но в Исмаил-Бее уже есть школа, правильно? Просто она... К сожалению, в Исмаил-Бее, да, в Исмаил-Бее есть школа, но на сегодняшний день школа, которая находится в Исмаил-Бее, при 120 ученических мест, которые должны содержаться, дети учатся в 3 смены, это 370 учеников. Эльмар Бей, давайте продолжим наш разговор после телефонного звонка. У нас уже есть первый дозвонившийся человек. Алло, салям алейкум. Алло. 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 Алло, Алейкум. Салям алейкум. Алейкум салям. Скажите, пожалуйста, вот я в Евпатории, живу уже 20 лет в Евпатории.
У нас вопрос решается не в таком плане, никак. По Крупской, городе Евпатория, сейчас людей практически отдают в суды. Решать вопрос этот не решается. Скажите, пожалуйста, когда это может решиться и каких этих компенсациях долго ли нам еще ждать? По поводу себя хочу. У меня дочь живет, которая со мной, с детьми двумя. Решаться вопрос не решается. Суды я выиграла. Но и опять же, не дают нам на прописку. Не решается. И опять отправляют нас на суды. Скажите, пожалуйста, когда это решится и каких ваших интересах? Вы что-то уточните или Нет, мне достаточно. Я понимаю, так, что это общежитие по улице Крупской у нас. Проблематику знаем, в целом как бы промониторили полностью ситуацию. На сегодняшний день проведена инвентаризация действительно в этих общежитиях и на Крупской, и на 60 лет в ЛКСМ. Поэтому мы понимали, что те общежития, те комнаты, которые были самовольно заняты, в то же время мы как бы, соответственно, проводим градацию, да, как бы человек относится ли, допустим, к малообеспеченной, допустим, категории, либо малоимущей, либо социально незащищенные слои населения, те, которые не имеют действительно никакого имущества, земельного участка и так далее, мы однозначно встаем на защиту и проговариваем это с коллегами, что все-таки таких граждан однозначно мы должны заключать договора социального найма. Но жилищный отдел администрации города Евпатории, в свою очередь, тоже мы понимаем, что законом четко предусмотрена процедура, это в том случае, если будет основание. Основанием является решение суда. Поэтому люди вынуждены просто идти в суд. Для чего? Для того, чтобы, когда мы заключили договор соцнайма, у нас была проведена проверка органами прокуратуры, и те договора, которые социальным наймом заключены, прокуратура четко задала вопрос, на основании какого документа. На основании только решения комиссии это не является основанием. Поэтому решением суда, чтобы в дальнейшем люди повторно не обращались, как говорится, и в суд и так далее, и это не затягивалась процедура в целом, мы направляем в суд для того, чтобы понимать, что если есть решение суда, у жилищного отдела администрации города Евпатории есть основания для заключения договора соцнайма. В свою очередь полностью прослеживаем ситуацию и мониторим ее постоянно. Эльмарбей, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Алло, салям алейкум. Салям алейкум. Можно спросить, вот сейчас идет такая программа «Молодая семья» для российских семей. Вот, у меня нет своего жилья. У меня 3 детей, как многодетная семья, и материнский капитал есть. Я вот неофициально оформленная, только муж у меня индивидуальный предприниматель. Имею ли я право встать на учет, чтобы получить оттуда какое-то жилье для себя? Да, действительно, есть такая программа у нас в Евпатории. Евпатория, она реализована. Да, она реализована уже. На основании данной программы «Жилье для российской семьи» у нас будет застроено 4 домовладения. В этом году мы сдали в эксплуатацию 1 домовладение, люди уже получили ключи. А всю процедуру, конечно, есть возможность, люди имеют возможность всегда обратиться в жилищный отдел, так как процедурно проводит это жилотдел администрации города Евпатории, предоставит полный пакет документов, проверит на соответствие на сегодняшний день, превышает ли у них, допустим, прожиточный минимум, либо не превышает. И в дальнейшем они имеют возможность на получение данных квартир. Разница в чем? Что если сегодня у нас приблизительно 55-60 тысяч за квадратный метр, то по программе «Жилье для российской семьи» мы имеем возможность нашим гражданам, не только нашим гражданам, а гражданам Российской Федерации и жителям Республики Крым предоставить возможность получения квартиры за 35 тысяч квадратный метр. Поэтому у нас эта программа работает, пожалуйста, обращайтесь. В дальнейшем, если все документы будут в надлежащем виде поданы, будет постановление главы администрации, в котором вы будете фигурировать и иметь возможность для дальнейшего получения.
Эльмарбей, ну мы говорили про микрорайон компактного проживания, да, про строительство школы, детского сада. Безусловно, это действительно масштабные проекты. Однако нужно понимать, что в будущем для этого понадобится большое количество и квалифицированных кадров. Да? Вот в Евпатории как обстоят дела с кадрами? Вот, к примеру, ваши соседи, Сакская администрация, по неимению кадров объявили набор на новые должности. Вот у вас как обстоят дела? У нас на сегодняшний день этот вопрос прорабатывается с управлением образования, так как мы понимаем, что школа в соответствии с контрактом, она должна введена быть в эксплуатацию до конца 2017 года. Однозначно будут кадры, и причем кадры должны быть не только, как говорится, людьми, но и профессионалами, потому что хороший человек не профессия. В первую очередь мы будем набирать профессиональных кадров. Конечно же, это будет мониторинг в целом, те кадры, которые работали, либо работают на сегодняшний день в других учреждениях. Потому что задача вообще школы, которая находится у нас в микрорайоне компактного проживания, чтобы и имела название. Мы хотим, чтобы школа называлась имени Исмаила Гаспринского, поэтому мы и будем подбирать с учетом этого и кадровый состав. Угу. То есть, ну, а когда вот уже можно будет начать обращаться тем, кто желает работать в новых учреждениях, ну, я вот говорю, то есть, когда уже будут завершены объекты? В первую очередь мы должны понимать, что объект, по крайней мере, на начальной стадии уже должен быть какой-то, допустим, построен, а в дальнейшем мы... В январе вы обещали, что начнется строительство. Да, на сегодняшний день вся территория полностью ограждена забором. У нас прорабатывается вопрос как с подрядной организацией, которые делали как бы проектные организации, так и с подрядчиками, которые заступили на СМР. Как раз таки вот в пятницу мы планируем провести совместное такое заседание, совещание, пригласить туда как проектные организации, представителей, так и подрядных организаций, выявить, какая проблематика существует, в том числе и какая проблематика существует, допустим, с теми или иными службами. Это ГУПРК Крымэнерго, ГУПРК Крымгазсети и ГУПРК Вода Крыма. Поэтому вот эти вопросы мы все будем обговаривать, обсуждать, потому что мы все в первую очередь заинтересованы. Мы не являемся заказчиками. Заказчиками является у нас служба капитального строительства Республики Крым, но мы заинтересованное лицо как администрация, чтобы объект был построен в те сроки, которые оговорены в соответствии с контрактом. Это до конца 2017 года. Это, конечно, действительно очень значимое, хорошее событие для жителей микрорайона, но я вот все-таки добавлю ложку дегтя, и вот не могу не сказать о том, что в Исмаилбее на протяжении вот уже, ну, пожалуй, более 20 лет есть такая проблема, как дороги. Всем нам известны эти дороги. Вот почему никак не решается до сих пор этот вопрос? Дело в том, что дороги не на протяжении 20 лет, а на протяжении уже 27 лет, так как в этом году с момента основания. Микрорайон, да, с момента основания в этом году мы отметили 27-летие. И действительно за 27 лет сделано только 400 метров бетонного полотна. Поэтому, как я и уже ранее говорил, федеральная целевая программа на сегодняшний день предусмотрена строительство дорог с твердым покрытием. Это 13 улиц. Да, как бы я сразу же хочу обратиться к жителям микрорайона, сказать о том, что в этом году мы планируем все-таки запроектировать и начать строительство 5,67 километров дорог. В связи с тем, что у нас проектная организация – это акционерное общество «Транспроект» с Республики Татарстан, это город Казань. Они располагаются там. Эльмарбей, я прошу прощения, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте мы продолжим потом беседу. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Эльмарбей, я хотела задать вопрос, конечно, не со школой связано. Вот реабилитация, вот эти справки архивные с Узбекистана. Вот к кому можно у нас обратиться в Евпатории, чтобы помогли как-то с этими справками? 3-й год ждем. Это самый животрепещущий вопрос. Да, действительно, 3-й год ждем, но сейчас этот вопрос уже выносится на обсуждение не только Евпаторийского городского совета и Совета министров Республики Крым. Этим вопросом уже заинтересованы все, поэтому данный вопрос Руслан Исмаилович Бальбек, как депутат Госдумы Российской Федерации, уже выносит на обсуждение в Государственной Думе. Насколько я понимаю, что будет упрощенная процедура
получения справок о реабилитации, это на основании справок о архивных, получается, о депортации, которые ранее у каждого гражданина они есть, на основании архивных справок просто будут выдавать справку о реабилитации. Мы, в свою очередь, тоже прорабатываем ситуацию. У нас в Евпатории данную справочку можно получить на Пушкина 3, это отдел МВД города Евпатории. Но последнее время, так как понимаем в целом, что очень большие очереди и так далее, поэтому, скорее всего, я все-таки выйду с инициативы, проговорю данный вопрос с начальником МВД, этот вопрос, чтобы все-таки справки о реабилитации выдавались при управлении межнациональных отношений, как это было ранее. Мы выделим отдельный кабинет, куда сможет прийти сотрудник МВД и выдавать эти справки. Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы эту процедуру облегчить. А так, в целом, те люди, которые обращаются и даже понимают, что, допустим, при отделе МВД города Евпатории этих справок нет, у нас есть контактный телефон города Симферополя, архива, куда тоже обращаемся и полностью процедурно помогаем людям получить данную справочку. Вернемся к дорогам, Эльмар Бей. Так что все-таки? Ну, вернемся к дорогам. У нас, как я уже и говорил, на этот год запланировано 5,67 километров дорог. Это строительство дорог с твердым покрытием. В связи с тем, что мы понимали, что акционерное общество «Транспроект» у нас уже вышло с положительным заключением экспертизы, за что им отдельная огромная благодарность. Это действительно профессионально они отработали со своей стороны. Мы понимали, что есть экономия средств. И вот эту экономию, благодаря как раз-таки председателю Госкомнадзора и Надиру Фиратовичу Наманову, мы все-таки проговорили с дирекцией ОНО, и все-таки эта экономия, скорее всего, будет направлена на 2018 год. Мы будем понимать, что те деньги, которые нам акционерное общество «Транспроект» сэкономили, и если сегодня 9 улиц мы сможем запроектировать и начать строительство дорог, то в 2018 году мы продолжим просто в соответствии с теми документами, которые закадастрированы были, так как земельные участки это 13 улиц. Поэтому все 4 дороги мы закончим уже полностью уже в 2018 году. Поэтому строительство дорог с твердым покрытием у нас, как я еще раз хочу сказать, что 9 километров дорог у нас предусмотрено, строительство дорог с твердым покрытием, 9 улиц в этом году и 4 улицы в следующем году. Ну, жителям каких улиц в этом году выпадет? Мы дело в том, что проговаривали, проходили общественные слушания. Этот вопрос не просто так как бы нами был решен. В первую очередь мы должны слушать жителей микрорайона, как бы их как бы не требования, а можно сказать, их пожелания. Мы должны слышать людей в первую очередь. Поэтому мы посмотрели по целесообразности, конечно, сделать улицу Хажи Давлетгерея, это там, как сейчас, бетонное покрытие, 400 метров бетонного полотна, улица Эриджепа Усиинова, которая перпендикулярная, и улица Аблеми-Таджи для дальнейшего закольцевания, и чтобы мы в дальнейшем разработали паспорт движения маршрута, и люди имели возможность на сегодняшний день не 1120 метров идти до бетонного полотна для того, чтобы выйти к тому или иному маршрутному автобусу, такси и так далее. А все-таки через буквально 150-200 метров сесть в маршрутное такси и проследовать, допустим, местные жители нам рассказывали, что иногда даже и скорая помощь не могла добраться, потому что вот настолько ужасные дороги. Ну, здесь я хочу сказать, что скорая помощь не только потому, что дороги были ужасные. Дело в том, что скорая помощь и все другие как бы автомобили, это и пожарные, как бы МЧС, и скорая помощь, МВД. Сложность была в том, что абсолютно не было проведено адресное хозяйство. Адресное хозяйство – это установка аншлагов с названием улиц. Мы теперь эта проблема решена. Понимали проблематику, да, и в 2016 году, по крайней мере, по центральной улице, это Красноярское шоссе, установлено было 24 аншлага. В этом году мы планируем еще установить 138. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Пожалуйста. Алло, салям алейкум. Алло. Что-то я их не слышу. А звук мне уменьшить или увеличить? Алло, уменьшите звук на телевизоре, пожалуйста. Алло, мы вас слышим. На телевизоре звук должен быть? Нет, на телевизоре уменьшите или отойдите от телевизора. Но вы уже в студии, задавайте вопрос. Салям алейкум. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Алейкум салям. Это я
это Кибрасаки, я честно говорю. Мне Патаринский район, Михайловка село. У меня такой вопрос. Мы живем в своем доме. Дом на имя сына. У сына 3 детей. Один из них уже вышла замуж и родила. И Киев тоже с нами живет, пока он не прописан. И мы 2 участники боевых действий. Старики, по 84, мне 84, а этому мужу 86. Вот мы хотим отдельно квартиру или им, или нам. Где надо встать на учет? Вот это меня интересует. Чохсал у нас. Ну, такая общая проблематика, Эльмарби, что можете сказать? Проблематика общая, да. Село Михайловна, это у нас Сакский район, но я отвечу. Ваши соседи. Да, в любом случае это наши соседи. Поэтому надо просто обратиться в жилищный отдел при администрации, Сакской райгосадминистрации, для того, чтобы встать на учет. В данном случае вот мы в целом мониторим ситуацию, сколько у нас на учете граждан состоит. Это 316 человек на сегодняшний день состоят на отдельном квартирном учете на получение жилья. Также у людей, которые на сегодняшний день есть возможность, они хотят, допустим, встать на квартирный учет, документы они будут подавать в любом случае в жилотдел администрации города Евпатории. Ну, в данном случае города Евпатории, а по этому случаю Сакская райгосадминистрация. Безусловно, расставляются ведь какие-то приоритеты, это льготные категории. Конечно, это льготные категории, потому что там полностью идет деление как бы льготной категории. Это участники войны, участники боевых действий и так далее. Это внеочередные, очередные, первоочередные списки и так далее. Поэтому вся эта процедура уже полностью обусловлена. Эльмарби, ну перейдем к Евпатории. В городе находится уникальный культурный объект федерального значения. Это такие дервиши. Вы в начале нашей программы и сами о нем начали говорить. Но прежде чем перейдем к этой теме, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Вот сегодня у нас очень много звонков. Алло, салям алейкум. Салам. Алло. Салям алейкум. Алейкум салям. Бағышлаңыз бір суал бермекпін. Мына 26 ел сіз білесіз оны. Біздің районыңыздан дегілміз, ама білесіз жауабыны. Акмечет микрорайонында 26 жылдан берлі бір жол yapılmadı. Bir kaç 25'ten ziyade sokaklar var. Beton yapılmadı, bir şey yapıldı. Şehir içinde bu. İkinci tarafı kanalizasyon trubaları geçirilgen de 26 yıldan beri ama ruhsat etmiyorlar. Нельзя пользоваться. Şehirde böyle очистные сооружения не в состоянии принять от вас канализационную воду. С тех пор построили миллионы жилых домов, и всю эту воду могут принять очистные сооружения, а вот от микрорайона Акмечети они не могут, не в состоянии принять. Речь шла о соединении там 150 метров трубы, Керекеда, соединить надо было, чтобы все в городскую канализацию вошло. И вот сколько сменилось мэров городов, каждый говорит, что это дело чести, и до сих пор нет. Как вы думаете, в чем причина, что нам 27 лет не позволяют пользоваться этой уже проложенной канализацией в микрорайоне Акмечети? Спасибо вам большое. Чохсалом. Опять-таки общая проблема, Эльмарби. Ну, я думаю, что этот вопрос больше все-таки направлен к моим коллегам, безусловно. Потому что для того, чтобы ответить на данный вопрос, я как бы должен в целом сначала изучить проблему, промониторить ситуацию и как бы выявить слабые и сильные стороны, и после этого уже как бы проведя анализ полностью как бы дать ответ. Поэтому здесь я не знаю, здесь это точно вопрос коллегам. Скажу относительно процедуры канализования нашего микрорайона, раз уже задали вопрос. В целом проблематика действительно серьезная, поэтому мы этот вопрос тоже поднимали. Хотели в федеральной целевой программе запланировать и канализование всех улиц и так далее. Пока это невозможно сделать, поэтому те объекты, которые будут строиться у нас в микрорайонах компактного проживания, они сейчас будут иметь лосы. Это локальные очистные сооружения. В дальнейшем, конечно же, все-таки мы будем предусматривать в бюджете города хотя бы ветку для того, чтобы к Красноярскому шоссе до объектов нашей социальной инфраструктуры подвести хотя бы одну ветку вот этого канализования, трубы.
Ну, конечно же, так как понимаем, что в целом в дальнейшем планируем все-таки канализовать микрорайон, при строительстве дорог с твердым покрытием мы будем стараться оставлять все-таки закладные. Вообще процедура предусматривает и путем прокола проведения канализования. Но все-таки будем с проектировщиками проговаривать данный вопрос и с той подрядной организацией, которая зайдет к нам на строительно-монтажные работы, на выполнение данных работ, чтобы была возможность хотя бы закладные какие-то оставить, чтобы в дальнейшем мы могли канализовать. Эльмар Бей, у нас будет буквально минутка еще осталась. Давайте вот про такие дервиши в двух словах. Какие работы в этом году будут вестись противоаварийные? Вот с мечетью, с минаретом? Ну, по Текие Дервиш у нас на сегодняшний день уже заключен договор. Заказчиком выступает администрация города Евпатории. Подрядчиком выступает компания ООО «Ашстрой Компани». Работы уже начаты. На сегодняшний день полностью идет усиление, в первую очередь, фундамента, потом расшивка стен, потом установка кровли, получается, кровельного покрытия на мечети Шукур-Лайфенды. И в соответствии с проектом, который рассматривался на заседании научно-технического совета, как раз-таки мы понимали, что в соответствии с проектом минарет, который находится с углом падения, он будет разобран, промаркирован, собран заново и накрыта кровля на нем. Потому что в связи с тем, что если кровля не будет накрыта на данном объекте, мы получим разрушение опять-таки данного объекта. Поэтому кровля должна у нас быть накрыта медная на самом минарете, а на мечети Шукур-Лайфенды кровля будет из черепицы татарки в целом. Эльмар Бей, сіздің субъектіңіз үшін çok sağ olunuz. Мен білесем, бүгін çok vatandaşlarımızın suallerine cevap berip oldunuz. Ümit etemiz ki faydalı bizim malumatlarımız bugün vatandaşlarımız için oldu. İşlerinizde Allah kolay getirsin. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Урметлі сәржілер, іште бүгін студиямыздың мұсафыры Кезлев шер мемориет башының муавины Эльмар Мамбетов олды. Біз Кезлев районы ақында сөз үрсеттік. Ачықлав программасы сізлерінен сағлықлаша, ақшамларыңыз рад кечсін. Көрішмек үзре, сағлық не қалыңыз.